Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова на сегодняшний день эпидобстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора по республике зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Есть определенное снижение по столице нашей республики, 55 случаев. Увеличение случаев в Алданском и Миконском районе, соответственно, 5 и 4 соответственно. По 3 случая зарегистрировано в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусе, по 2 случая в Булунском, Вилюйском, Горно-Мирнинском, Нюрингринском, по 1 случаю в Момском районе. Уважаемые жители республики, по данным учреждений здравоохранения, на настоящий момент осложняется ситуация в 2 районах нашей республики. Это в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах. Необходимо обратить внимание, что основные очаги в Верхневилюйском и Усть-Алданском районах связаны с приездом к родственникам непосредственно из города Якутска, из других городов Российской Федерации гостей. В связи с этим еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения норм, в том числе собственной безопасности, через вакцинацию, при условии того, что к вам, соответственно, гости приезжают. Сегодня необходимо обратить внимание, что вакцинация является единственным способом для того, чтобы непосредственно предотвратить и не допускать очаги, и группы заболеваний. Те ситуации, которые сегодня у нас по данным учреждений здравоохранения возникают в Верхневилюйском и в Усть-Алданском районе, были разобраны на оперативном совещании с главами муниципальных образований. И выявлена тенденция, направленная на необходимость в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться тем семьям, которых приезжают, соответственно, гости, особенно в летний период. Те же правила необходимо соблюдать и при выезде из, соответственно, республики и последующему возвращению. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что учреждениями здравоохранения, центральными районными больницами отслеживаются все несовершеннолетние, прибывающие в соответствующие на слега и районы республики. В связи с этим при отслеживании определяется и их последующий контроль. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что количество больных беременных женщин увеличивается на территории республики, в том числе с тяжелыми последствиями. В связи с этим призываем еще раз родственников беременных, близкое окружение, соответственно, пройти вакцинацию для того, чтобы не осложнять течение беременности и, соответственно, мы имели здоровых детей, и вы имели прежде всего здоровых детей в своей семье. В республику поступило около 40 тысяч вакцины Института Вектора. На 20 июня 2021 года вся вакцина, порядка 40 тысяч доз, будет распределена, опять же, по районам республики. Вакцина носит наименование «Пивак Корона». Соответственно, очень многие у нас по записи наши учреждения здравоохранения записывались именно на эту вакцину. Поэтому, соответственно, приглашаем вас на соответствующее вакцинирование. Сегодня первую вакцину по республике получили 204 551 человек. Использовано, соответственно, без этой новой поступившей вакцины уже 92% от общего объема. И, соответственно, сегодня мы как раз говорим, что с утра поступила информация о поступлении вакцины «Пивак». Поэтому все, кто был записан, еще раз повторяю, и, соответственно, те, кто желает получить «Пивак», могут обращаться в течение недели. Она будет во всех центральных районных больницах по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения обращает ваше внимание на то, что достаточно в жаркую погоду необходимо, соответственно, больше беспокоиться, в том числе и о своем самочувствии. Но самое главное, не запускать тяжелые случаи и не допускать, непосредственно тяжелых случаев относительно лиц старшего поколения. Сегодня тяжелые случаи, которые есть в наших больницах, они достаточно серьезные, сложные, приводят к летальности. И нельзя сказать, что сегодня мы бы могли сказать о том, что у нас не умирают люди от ковида. Количество летальных исходов у нас фиксируется практически каждый день. Давайте заботиться о своем здоровье, потому что можно каким-то образом предотвратить это заболевание только путем вакцинации.
Спасибо.